5000 творцов со всей России, 150 кастингов и более 400 миллионов рублей на реализацию собственных проектов. В Крыму завершился фестиваль «Таврида Арт». Делегация из Коми также посетила гостеприимный полуостров. Среди счастливчиков оказалась и наш корреспондент Ксения Лосева. Почти 200 гектаров. Именно на такой огромной территории расположился арт-кластер «Таврида». Еще несколько лет назад здесь не было совсем ничего. Сегодня посреди пустыни вырос целый город со своей инфраструктурой. Несколько сцен, образовательные павильоны, творческие площадки, арт-объекты и жилые кварталы. Участники фестиваля разместились в палатках, здесь их около 3000. Прекрасная крымская погода, бесконечное количество арт-площадок и, конечно, развлекательные и образовательные мероприятия. Что может быть лучше для того, чтобы творить, создавать что-то новое, а также знакомиться с творчеством других регионов? Таврида – это про круглосуточное общение, творчество, кастинги, концерты, лекции и мастер-классы. Среди приглашенных личностей, которые не только образовательные шатры, целые стадионы собрать могут. Так, например, в одном из павильонов музыкант Сергей Шнуров беседует с молодежью об искусстве, а в соседнем телеведущий Эрнест Мацкевичус делится секретами работы на федеральных каналах. И, казалось бы, среди такого разнообразия выбрать непросто, но здесь никто не теряется. Каждый приехал на фестиваль с конкретной целью. Я занимаюсь видеохостингом, монтирую видео, делаю клипы. И на Тавриду я поехал для того, чтобы получить новые знания. Там было безумное количество людей, которые работают в этой сфере, и от каждого человека я узнал что-то новое. Таврида – это удивительное место. Организаторам удалось соединить необъятное веселье и очень крутую образовательную программу. Поэтому я туда поехал для двух вещей. Это развлечься, отдохнуть и научиться чего-то новому. В этом году был изменен главный принцип Тавриды. Ранее узкоспециализированные тематические блоки перемешали. Актеры, режиссеры, журналисты учились взаимодействовать с художниками-мультипликаторами, учеными и даже будущими политиками. Результат точно превзошел все ожидания. Я ехал на Тавриду как музыкант, но помимо этого я смог поучаствовать во многих разных образовательных программах и разных турнирах. Например, турнире по шахматам. Кстати, я занял там первое место. Знакомства и коллаборации не только между творческими направлениями, но и целыми регионами. На фестивале многие установили гостевые дома, где каждый желающий мог познакомиться с историей, обычаями, традициями и уникальными особенностями родом, например, из Ямало-Ненецкого автономного округа или Белгородской области. Вся Россия в миниатюре. Такая разная и такая творческая встретилась здесь, на Тавриде. И уж точно соберется еще уже в следующем году. Ксения Лосева, телеканал Юрка.